Участники оперативного штаба по ликвидации последствий стихии, куда входят заместители главы администрации Гагарского района Адамур Цишба, Хана Гунба, Карен Кюлян, проводят ежедневный подворовой обход пострадавших семей. Члены оперштаба, со слов владельцев домовладений, составляют перечень пострадавшего имущества. Собирается фотоматериал. Затем комиссия будет принимать решение о возмещении ущерба. Я уже знал, куда я иду. Нет, почти не был снаряд. Здесь вода идет немножко. Вода идет. Это шкафы, все, вон видно, вот шкаф упал. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам тогда сюда надо будет. Ну ничего страшного. Я думаю, вчера говорит, Ладно. там наверху писали, говорит, что-то. Говорю, а что ко мне не зашли? После катастрофы у вас пожираете. Ну, сегодня в машине ночевали. Да вы что? Да, нету ничего, все повыбрасывали, все повыбрасывали. Живы, да. Ничего нет, ни мебели, ничего нет. Вот то, что осталось, и то будем выбрасывать, потому что она потихоньку опухает полностью. Забора нету, девочки. Внизу вот эти соседи, вот тут вообще никаких заборов нету. Все снесло. Этих прикладов это этих. Да, мою большую. А это русло реки. Там вообще выше смотрится, что ли. Мы находимся в поселке Бзыпта. У нас идет инспекция, посещение дворов пострадавших семей. Ситуация, конечно, разная, уровень ущерба разный. В этой части поселка Бзыпта сами дома не пострадали. Здесь серьезный ущерб река нанесла дорогам. В некоторых местах люди оказались отрезаны от города. И именно автотранспортная дорога, грунтовая, размыта рекой. Здесь есть необходимость, естественно, восстановления именно дорог для того, чтобы люди могли выезжать. Электричество здесь восстановлено со вчерашнего вечера. Свет в домах уже есть. Сами дома, повторяюсь, не пострадали. Здесь мост. А дома? Пока идут. Подождите, подождите. Вода у нас по вот этот уровень поднялась полностью, все уплыло, вся мебель, вся бытовая техника, телевизоры, холодильники, стиральные машины, абсолютно все. Животных посносило, казармы вообще тихий ужас.
Ничего живого не осталось. Все на выброс. Внутри вообще катастрофа. Просто можно было плавать. Откуда была вода. Ущерб серьезный нанесен. Комиссия потом примет решение. Будем принимать меры. Токомское шоссе 64А. С 11 июля действует выездная комиссия по пострадавшим от стихийного бедствия поселку Бзыпта, селам таким как Лдза, Псахарта, Алахадзых и микрорайон Кемпинг. Цель данных выездных комиссий заключается в том, чтобы оценить нанесенный ущерб от стихийных бедствий. В местных администрациях начался прием заявлений, куда люди приходят со своими паспортами, с фотографиями от того, что у них произошло дома, и заявления в письменной форме по поводу нанесенного ущерба, о возмещении этого ущерба. Где успели почистить, там домики тоже затопленные. Только матрасы живые остались. Дом там, это как его... Просто ужас. Да, я понимаю. Это нереально, просто нереально. В администрации Гагарского района была создана комиссия, где входят члены, представители администрации, представители собрания Гагарского района. Мы ходим, выявляем, смотрим, как стихия нанесла какой урон людям, записываем, фиксируем в будущем, чтобы какую-то помощь произвести им. Так что на данный момент мы находимся в микрорайоне Кемпинг. Здесь около 200 домов пострадавших, так прям, которые люди есть, прям глобально пострадали, которые вообще остались без жилья, им даже находиться негде. Есть, которые менее пострадали. Все фиксируем, все работаем. В будущем, надеюсь, какая-то помощь будет производиться этим людям. Сейчас коммунальные службы тоже Коммунальные службы все работают, помогаем, поставим мусорные контейнеры, приезжают, работают КАМАЗы, вывозят мусор, помогают всем, чем можем. Администрация людей без помощи не оставляет. Работаем, помогаем, всех обходим. Вообще не хватает, так как много пострадавших. Ну, рук не хватает, да, потому что Соня же, многие сами же сотрудники администрации тоже пострадали, у многих затопило. Каждый свой дом убирает. Ну, сегодня даже бывает так, что мы бросаем свои места и помогаем людям, тем, которые более хуже пострадали.